9 января 1957 года была восстановлена автономия Чечено-Ингушской ССР. 61 год назад произошел переломный момент в истории ингушского и чеченского народов. Сегодня день восстановления ЧССР. ЦИК завершил прием документов на пост главы государства от самовыдвиженцев. Страна готовится выбрать своего лидера. Продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. В Новый год с новыми законами. В российском законодательстве произошли изменения. Какие, расскажем в выпуске. Такие люди, как он, рождаются один раз в 100 лет. Но это был поистине мужчина. Легендарные спортсмены живут в памяти народа вечно. Исламу Тимурзиеву сегодня исполнилось бы 35 лет. Его результат 668 по 974 год делает эту постройку, может быть, даже древнее, чем Тха-Баюрды. Каменные великаны горной Ингушетии. Сколько же им лет, определяют ингушские археологи. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Только одержимые творят. Этими словами Идрис Базоркин в 1956 году описал борьбу ингушской интеллигенции за возвращение на родину из депортации. Этой фразе предшествовали сотни писем переселенцев к советской власти. Они хотели домой, на Кавказ, и долгое ожидание было не напрасным. В 1957 году два народа России вновь обрели свою родину. Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза была восстановлена Чечено-Ингушская АСР. Материал Амины Боковой. Слова, о которых ингуши-чеченцы грезили долгие годы, наконец прозвучали. 9 января 1957 года на Президиуме Верховного Совета СССР Никита Хрущев объявил о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. Спустя годы тысячи людей наконец смогли вернуться на родину, в свою собственную республику. Праздник двух народов Хожа Ахмед Касиев вспоминает почти со слезами. Когда объявили о восстановлении ЧССР, Хожа Ахмед вместе с семьей жил в Караганде. Маленьким мальчиком он помнит слезы стариков, которые уже и не верили, что еще когда-нибудь окажутся на родной земле. Когда объявили, старики собирались, молча читали. Радость. Не верили еще. Действительно, разрешили об организации или нет, только сомнением, но все же все это оправдалось. Благодаря Хрущеву все это пошло, стало на ноги. Уже на следующий день многие семьи готовились к возвращению на родину, ведь помимо создания республики, народы освобождались из-под административного надзора. Казалось, что все произошло в одночасье, но нет, это результат долгой и упорной работы, важную роль в которой сыграла ингушская интеллигенция, в том числе известные писатели, поэты, драматурги, литературные критики. Идрис Базоркин, Туган Мальсагов, Хашбекар Муталиев и Жанета Зязикова. Они не раз обращались с письмами в Верховный Совет страны. Одно из таких было направлено Никите Хрущеву со словами: «Ингушский народ живет мечтой о своих вековечных родных местах». Это письмо не осталось без ответа. В 1956 году, летом, 12 июня, наша делегация была принята не самим Хрущевым, к которому они обращались, а Микояном. И он не без особых надежд, без каких-либо обещаний на то, что этот вопрос будет рассмотрен, тем не менее их принял и письмо у них взял. Это письмо было передано, и на основании этого письма дальше уже пошла работа активная по восстановлению законности, по восстановлению Чечено-Ингушской автономии и автономии других народов. 2 дня, 5 и 6 января 1957 года, под председательством первого секретаря партии Никиты Хрущева проходило заседание Президиума. Под номером 32 в повестке дня стоял вопрос о территории Чечено-Ингушской ССР, а уже 11 февраля 1957 года принятый указ о восстановлении республики вступил в силу. Ингушский народ всегда был благодарен Никите Хрущеву за возможность вернуться на родину. Одна из улиц строящейся столицы была названа его именем. Никита Сергеевич Хрущев, став первым секретарем ЦК КПСС в 1953 году, сделал резкий поворот в сторону десталинизации нашего общества. С этим было связано и то, что на 20-м съезде КПСС
Он открыто выступил. Это надо определенное большое гражданское политическое мужество против сталинизма. И в дальнейшем постарался все, чтобы рецидивы сталинизма во многом были исключены из нашей жизни. Для нашего народа, конечно, было связано с тем, что впервые с трибуны высшего форума Компартии прозвучало на 20-м съезде, 25 февраля, прозвучали слова осуждения сталинской политики в отношении как отдельных граждан, так и целых народов. Поэтому и то, что он все-таки, вопреки советам ближайшего окружения не создавать, не восстанавливать автономию депортированных народов, он пошел на этот шаг и добился того, чтобы Верховный Совет Российской Федерации и Верховный Совет СССР принял указы, по которым 9 января 1957 года была восстановлена автономия Чечено-Ингушской ССР и ликвидирована Гродненская область. В 1957 году перед новой республикой стояло множество задач. Одна из главных – создание условий для развития и становления. 17 тысяч семей из Казахской ССР и Киргизии были переселены на территорию Чечено-Ингушетии. Огромную роль в восстановлении республики сыграли такие деятели, как Сергей Беков, Берст Евлоев, Кашбекар Боков. Много и простых жителей, которые внесли свой вклад. Лейла Рабханова десятки лет собирает информацию об этих людях из архивов Москвы и Казахстана. На сегодняшний день, благодаря ее стараниям, в Государственном архиве республики доступны ряд документов, многие из которых десятки лет находились под грифом «секретно». Срок секретности этих документов от 70 до 110 лет. И очень многие документы, которые мы сегодня имеем возможность изучать, это документы, которые имеют срок секретности от 70 до 90 лет. Вот как раз-таки это и есть те документы, которые касаются непосредственно возвращения и ингушей, и чеченцев в Чечено-Ингушскую ССР. И есть очень интересные документы, допустим, обращение, которое было принято, было написано как раз в стенах нового уже Чечено-Ингушского обкома партии. Там прописывались практически вот все шаги, которые необходимо соблюдать при возвращении на свою историческую родину. Здесь говорится о том, что 1957 год – это год 40-летия Октябрьской революции, и люди, которые своим трудом доказали, что они в состоянии сами развиваться и развивать свою республику, они должны своим таким ратным трудом, как это было и в годы депортации, должны вернуться и сделать все возможное для восстановления своей республики. Когда Чечено-Ингушетия перестала существовать, на всенародном референдуме 1991 года подавляющим большинством ингуши проголосовали за сохранение статуса российского региона. Мечта целого народа стать самостоятельной единицей государства сбылась уже в 1992. Многие из очевидцев тех лет не могли и представить, что спустя четверть века Республика Ингушетия станет одним из процветающих регионов многонациональной страны. С каждым годом республика растет, новейшие стройки, училища, Минздрав, все у нас, все структуры республики существуют, то, что существует в Российской Федерации. Сегодня Ингушетия, можно сказать, живет в раю. По моим понятиям, то, что я видел раньше, и то, что сегодня я вижу, это рай. И будущее у нас будет все с Божьей помощью, все к лучшему идем. Это пример того, когда народ с сплоченностью и упорством пишет свою историю, а вера в светлое будущее приближает то самое, счастливое настоящее. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Пожалуй, самым громким политическим событием 2018 года станут выборы президента России. ЦИК России завершил прием документов от претендентов-самовыдвиженцев на участие в выборах президента страны. Всего документы подали 15 человек, из них 5 в последний день. Кандидаты от политических партий могут предоставить необходимые бумаги в Центр избирком до полуночи 12 января. О том, как идет подготовка к выборам, расскажет Мадина Пугоева. ЦИК России завершил прием документов от кандидатов на должность главы государства. С начала президентской кампании в избирком поступило 46 таких уведомлений. Все поданные документы пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона. О своем намерении принять участие в президентских выборах объявил и Владимир Путин на праздновании 85-летия Нижегородского автомобильного завода. О планах на выборы 2018 его уже спрашивали ранее, однако официально о своем решении он заявил в начале декабря. Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас, газ, за вас. Так ведь, автозаводцы?
Давайте вместе! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. В качестве кандидатов на пост главы государства Центральный избирком зарегистрировал еще 14 представителей политических партий. Из них официальные избирательные счета уже открыли 11 человек. В их числе и лидер либералов Владимир Жириновский. Председатель партии ЛДПР в президентской гонке участвует уже 6-й раз. Надоел – уйду. Не надоел – буду до упора. А буду убирать других, кто мешает развиваться стране. Я правильно понимаю, что ваше тайное желание все-таки стать царем всея Руси? А почему не должно быть такого желания? Владимир какой? Ну, Красносолнышко, Владимир Первый. Князь был. Владимир Первый Владимир был уже, Первый. Да. Ну, значит, Владимир Второй. Нет. Но вот как-нибудь, чтобы вы вошли в память. Иоанн вошел как Грозный, как Петр как звучит. Великий, Екатерина как Великая. Красиво звучит, послушайте. Давайте. Ваше Величество, глубоко уважаемый Владимир Вольфович. И пошло. Прошу дать квартиру, прошу вернуть на работу, прошу выпустить из тюрьмы, прошу дать гражданство. В этом году в президентских выборах примут участие и женщины. Известная телеведущая Ксения Собчак, или как ее привыкли называть «кандидат против всех», участвует в выборах от партии «Гражданская инициатива». За первые дни после открытия специального избирательного счета она успела потратить больше, чем все ее соперники. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Светская львица уже успела привлечь внимание общественности. В начале января она провела небольшой эксперимент в Саратове. Сев в инвалидную коляску, кандидат в президенты России на личном примере показала, с какими трудностями приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями. Не отстает от нее и самовыдвиженец Владимир Михайлов. Русский изобретатель также выдвинул свою кандидатуру на пост лидера страны. Для того, чтобы развиваться и двигаться вперед, предстоит оценить наши достижения, выявить ошибки и скорректировать курс развития. 7 января завершился прием документов от самовыдвиженцев, а кандидаты, выдвинутые политическими партиями, смогут это сделать до полуночи 12 января. Проведение 7-х по счету выборов президента Центральная избирательная комиссия уже готова. Проникнуть в Каибу может только с помощью топора, да, как вы сказали, да? Но вот, против слова нет приема, да, но мы надеемся, что никто словом не придет. Абсолютная защищенность и абсолютная достоверность, никаких внешних факторов влияния быть просто не может. Зарегистрировать инициативные группы пока удалось только 3 кандидатам в президенты страны. Напомним, что выборы главы государства пройдут 18 марта во всех избирательных участках страны. Мадина Пугуева, Новости 24. Новый год принес изменения и в законодательство России. С начала 2018 года в силу вступает целый ряд законопроектов, которые включают в себя усиление мер господдержки для молодых семей. Свои возможности расширит и материнский капитал, повысится минимальный размер оплаты труда. Ну а нарушителей ПДД ждет более суровое наказание. Основные нововведения в репортаже Рины Тичоевой. Год новый, законы, соответственно, тоже новые. Изменения, которые произошли с 2018 года, порадуют не только многодетных, но и будущих мам России. Больше 300 тысяч женщин с нового года обеспечат государственной поддержкой. Теперь за первенца предусмотрено пособие до достижения малышом 1,5 лет. В среднем около 10 тысяч рублей в месяц. Кому же положена такая выплата? К примеру, если сравнивать Москву и Ингушетию, это относительно к семье из 3 человек из столицы с общим доходом до 85 тысяч рублей, а в нашей республике эта сумма составляет менее 42 тысяч рублей. Это обсуждается сейчас в каждой семье, в метро, в автобусах, на кухнях, и воспринято обществом очень положительно. Люди благодарны за такие меры поддержки семей и уверены, что это станет таким хорошим стимулом для улучшения демографической ситуации. Семьи разные, многодетные, неполные, с 1 ребенком или 2, соответственно, и помощь будет адресная. Предусмотрен целый комплекс государственной поддержки. Что касается материнского капитала, то в этом году тоже появилось больше возможностей, как использовать эти средства. Можно не только на жилье и учебу, но и на лечение, в том числе социальное оздоровление ребенка-инвалида. Благодаря происшедшим изменениям быть родителем и жить родителями станет намного легче. Все эти нововведения – демографическая инициатива Владимира Путина. Продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря
2021 года. Кроме того, ввести дополнительные возможности его использования. А именно, средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются. Теперь можно будет использовать материнский капитал и на оплату услуг дошкольного образования, а точнее на уход и на присмотр за ребенком уже с 2-месячного возраста ребенка. Я знаю, что востребованность этой меры очень большая. В частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование. Просчитано. Ресурсы, необходимые для реализации этих инициатив, учтены в бюджете. Это резервный фонд правительства Российской Федерации. Значительные изменения коснутся и автомобилистов. Так, с этого года санкция за недостаточное светопропускание стекол увеличится с 500 до 1500, а то и 5000 рублей. После 12 нарушений водители и вовсе рискуют остаться без прав. Также за незарегистрированный в госреестре автомобиль водитель будет обязан выплатить штраф 5000 рублей. При первичном проезде на красный свет грозит также штраф, при вторичном лишении удостоверения на 6 месяцев. Также с этого года алименщики, а также те, кто имеет долги свыше 10 тысяч рублей, могут лишиться прав, пока не погасят задолженность. С нового года изменения коснулись и минимального размера оплаты труда. Так, с 1 января МРОТ уже равен 85% от прожиточного минимума и составит 9485 рублей. Реальные доходы пока восстанавливаются достаточно медленно. Это первое. Второе. Вы сказали и о восстановлении потребительского спроса. Между тем, за последнее время рост розничной торговли составил всего 0,7%. Это вы наверняка тоже должны знать. Вот это второе. Ну и третье. С учетом курсовой разницы растет и импорт. Это уже ощущают производители отечественной продукции. Это уже видно на полках. Это уже видно по тому, как ведут себя торговые сети. В этом году больничные листы будут оформляться или в бумажном варианте, как раньше, или в электронном виде. Больной сам сможет выбирать формат оформления. Оба варианта будут законными. Помимо прочего, многие изменения находятся на стадии рассмотрения, поэтому они нам будут известны чуть позже. Рина Цычоева, Новости 24. Если раньше для льготного проезда в общественном транспорте пожилым людям приходилось предоставлять пенсионное удостоверение, то теперь у них появится свой именной билет. С 25 декабря правительство республики утвердило новый порядок оплаты проезда пенсионерам, который разработан в соответствии с местным законодательством о мерах социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политической репрессии, и ветеранов труда. Право бесплатного пользования общественным транспортом предоставится всем гражданам пенсионного возраста. Билет уже сейчас можно приобрести в Минтруде региона. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Отделы социальной защиты министерства будут выдавать бесплатные билеты сроком на 1 месяц для проезда реабилитированным ветеранам труда, труженикам тыла. Имеют право бесплатного проезда при предоставлении этих билетов внутри административного района проживания, как это указано в законе. Поэтому у нас объявление для граждан республики, чтобы подходили к нам наши отделы социальной защиты и получали бесплатные проезды. Ежемесячно мы эти билеты будем предоставлять. Формат билета утвержден постановлением правительства. Известному спортсмену Исламу Тимурзиеву сегодня исполнилось бы 35 лет. Он родился, чтобы стать звездой спорта, и достиг своей цели. Именитый боксер, мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира и участник Олимпиады в Пекине 2008 года. Легендарный спортсмен ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Он прожил мало, но достойно, и оставил после себя самую светлую память среди коллег, друзей и всего ингушского народа. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Ислама Тимурзиева по праву можно назвать выдающейся личностью не только в ингушском боксе. За тот небольшой по меркам спортивным промежуток времени, что он провел в ринге, Ислам успел зарекомендовать себя как самый перспективный тяжеловес. Мастер спорта международного класса, участник Олимпиады в Пекине, которую для своих земляков он все равно выиграл, и обладатель Кубка мира Ислам Тимурзиев не просто увлекался боксом, он жил им.
Азам для себя просто чисто физический масок, защитник все-таки семьи, защитник родины, халмавезиан, что любится спорта, и что он будет только этим. Игрёха наказание ярцена, я не пущу на тренировки. Дальше да все, дарик урок, а мне марки харвалцер, тренировка, вот гвардия. Бокс для ислама стал чем-то большим, нежели просто спорт. Увлекся он им еще в 1995 году. Настоящее открытие среди тяжеловесов в масштабах всей страны. Так можно было по праву называть Тимурзиева. И это стало для ислама своего рода стимулом к дальнейшему росту. Мы наращивали, у него появился интерес к боксу, серьезно начал относиться. И с тех пор он не останавливался, все указания выполнял тренера, строго относился к своим распорядку, режим соблюдал. Только без режима можно достичь результатов. Дисциплинированный был. Я относился серьезно к своей работе, он относился серьезно к своей работе. Вот и дальше начали мы продвигаться вперед. Он 3 Европы выиграл после этого. В таком виде спорта, как бокс, самая сложная весовая категория – это тяжелая, и чтобы стать лучшим, необходимо обладать не только силой, но и скоростью. Все это у ислама было даже в избытке, поэтому и признание от боксеров мировой величины неудивительно. Когда мы были в Америке, я помню, Ивандер Холлифилд, чемпион мира среди профессионалов, его назвал открытием чемпионата мира в Чикаго. Все о нем говорили, это будущая звезда. Великий боксер был, одним словом, это как Мухаммед Али, как Майк Тайсон. Я его сравнивал вот с такими людьми. Таких-то больше, наверное, не будет сейчас, в данный момент. Почему? Потому что, я скажу так не своими словами, но скажу так, что такие люди, как он, рождаются один раз в 100 лет. Но это был поистине мужчина, человек, который обладал чувством юмора, был настолько серьезно относился к этому виду спорта. И до конца дней своих, вот сколько я его знал, столько он был предан боксу. Ушел в такое в человеке жизнь, мы всегда будем помнить его. Он такой был большой и добрый боксер и человек. Вот. Несмотря на то, что он выступал в самой престижной, тяжелой, супертяжелой весовой категории. Вот. И его... Он в ринге, да, ислам, и в жизни это абсолютно 2 разных человека. Абсолютно 2 раза. И более, наверное, такого открытого, доброго человека сложно было найти еще где-то. И тем более это такой контраст, да, габариты, когда такой большой парень, но настолько отзывчивый и скромный. На Олимпиаду 2008 года ислам уже поехал с пошатнувшимся здоровьем. Отбор на самые престижные соревнования в мире был очень жестким, поэтому даже проблемы со здоровьем не смогли заставить Тимурзиева отступить. Нельзя было вообще выступать, но за счет силы воли он сказал, я поеду, зная все эти проблемы, все равно поехал, но из-за болезни не смог выступить на 100%, не смог использовать свои возможности. Так получилось, что он не стал олимпийским чемпионом, но был очень перспективным спортсменом. В 2011 году у Ислама Тимурзиева диагностировали опухоль мозга. Перенеся тяжелую операцию, Ислам подарил надежду своим родным и всей Ингушетии на выздоровление. Однако вскоре состояние боксера резко ухудшилось. Глава региона распорядился привлечь лучших врачей для оказания помощи спортсмену. Но несмотря на все усилия, 31 августа 2015 года Ислама не стало. Есть такие спортсмены, которые радуются победам внутри себя. Но уж точно не унижают побежденного противника этим восторгом каким-то таким, знаете. Вот они такие. Вот ислам именно тоже из этой плеяды таких людей, которые достойно умел и победить, и достойно проиграть. И из той когорты был ислам. Он честь своего тейпа, фамилии в целом, честь республики отстаивал. И честь страны. Он был известен. Если бы не эта болезнь, совершенно неизвестно, на каком уровне, в каком рейтинге. Я думаю, что в своей весовой категории, так же, как и Хасан Халмурзаев, который сейчас стоит в первом мировом рейтинге своей весовой категории, также в мировом рейтинге стоял бы сегодня и наш дорогой исламчик.
Ну, уж так получилось, так получилось, что его сегодня с нами нет. Ислам Тимурзиев был настоящим бойцом, и здесь мы говорим не только о спортивной составляющей. До последнего момента он боролся за жизнь, поэтому сегодня даже имя Ислама звучит как символ борьбы и на ринге, и в жизни. Переулок в Карабулаке, где жил Ислам с семьей, назван в честь спортсмена. Он многого не успел сделать, но в памяти родных остался как скромный, воспитанный парень, который не отступал перед трудностями и всей душой любил родных, близких и свой народ. Тамерлан Хамхоев, Хади Добриева, Залина Магушкова, Новости 24. Высокая успеваемость учащихся и профессионализм учителей привели к успеху. 20-я школа Малгобека в сотне лучших образовательных учреждений страны. В рамках Всероссийского форума «Школа будущего» учителя этой школы также представили свои проекты в различных конкурсах. Все подробности в материале нашего корреспондента. Красивые и нарядные ребята ведут хороводы вокруг елки. Расслабиться сейчас уже можно. Позади 2/4 хорошие отметки и признания лучшие экспертным советом форума инновации и развития, который проходил в Москве. 20-я Малгобекская школа в числе лучших образовательных учреждений страны. У нас диплом, мы вошли в 100 лучших школ России, и к этому диплому идет у нас золотая медаль. Значит, это у нас в Санкт-Петербурге мы получили такую награду, высокую награду. Я считаю, что это неплохая награда. 100 лучших школ России – это неплохой результат. И затем 21 числа мы были в Москве, нас награждали почетный диплом победителя всероссийского конкурса 100 лучших предприятий России 2017 год. Всероссийский форум «Школа будущего» в нашей стране проходит ежегодно. Специалисты учитывают высокое качество образования, достижения педагогов и учащихся за последние 5 лет. Нам было отправлено приглашение поучаствовать в этом форуме и в 100 лучших школ России. Мы туда отправляли материалы разные, школьные материалы, и независимый экспертный совет по итогам вот этих вот материалов мы были вызваны на очную конференцию, где мы тоже очно участвовали в этой конференции. У лучшей школы и руководитель самый лучший. На прошедшем в Санкт-Петербурге конкурсе Зинаида Хаутиева также получила признание за свою профессиональную деятельность. Директор года 2017. А учитель географии по совместительству замдиректора Роза Алироева представила на конкурсе проект «Экологическое воспитание в школе», за который она получила 1-е место в номинации «Персона года». Мы представляли слайды, все о нашей работе, какую работу я провела, какие классные часы, какие мероприятия, их много было. Я им рассказываю, в каких городах выпали кислотные дожди, что в Северном Ледовитом океане есть Баренцево море, рядом остров Новая Земля, что там в контейнерах очень много выбрасывают ядерные отходы. К слову, воспитанию здесь уделяют большое внимание. На своих занятиях Роза Алироева рассказывает детям, как важно бережно относиться к природе и окружающей среде. Учащиеся школы уверены, такое признание на конкурсах их школы и педагоги заслуживают по праву. Мы это заслужили. Наши учителя самые лучшие. Мы им помогаем, они нам помогают. Наша школа самая лучшая. Мы старались, чтобы наша школа была на первом месте. Выступали, мы делали олимпиады, конкурсы разные. В школе есть чем гордиться. В фойе целая стена заполнена достижениями учеников и педагогов, дипломы, благодарности, сертификаты, свидетельствующие о победах на различных олимпиадах и конкурсах. И на достигнутых успехах, как отмечают ребята, здесь останавливаться не собираются. Дальше больше, покоряя все образовательные вершины. Амина Бокова, Рина Цычоева, Рахман Суров, Новости 24. Для жителей 18-этажек в Насыркорте в скором времени переходить дорогу станет безопаснее. На автодороге, ведущей в столицу республики, идет строительство надземного пешеходного перехода. Работы начали еще в прошлом месяце, а завершить планируется уже в феврале. За ходом строительства наблюдал наш корреспондент Микаил Тангиев. Дорогу, ведущую в столицу Ингушетию, недавно полностью отреставрировали. На одном из ее участков, где расположены 2 18-этажных жилых дома, установили светофор и 2 остановки. Теперь же здесь строят надземный пешеходный переход. Местные жители такому событию не нарадуются. Ой, мы очень рады, что вот строят мост. Прям не знаю, как нарадоваться. Я так рада. Даже вот дети сейчас в школу уже ходят. Сейчас они могут свободно по этому мосту пройти и прийти. Заказчиком этого объекта является Федеральное дорожное управление «Кавказ». Они уже порядка четверть века занимаются деятельностью по эксплуатации автодорог и магистралей. Для обеспечения безопасности
У нас применяется конструкция длиной порядка 33 метров. Изначально она рассчитана была на 36, но здесь это не потребовалось, здесь можно сделать короче. Но это даже хорошо, потому что при этом у нас существенно больший запас прочности. Конструкция полностью болтовая, из оцинкованного листа. На этом этапе строительные работы выполняет бригада из 10 человек. Самая необходимая техника здесь манипулятор и строительный кран для монтажа готовых укрепленных конструкций. Для большего удобства прохождения по мосту на поверхность наносит специальное покрытие, смесь эпоксидных смол и кварцевого песка. Более того, здесь будут предусмотрены все условия для людей с ограниченными возможностями. По проекту планируется, что помимо лестниц и пандусов для колясок мы поставим 2 лифта для инвалидов. Это будет и удобно всем местным жителям, и опять-таки скажется дополнительно на пешеходной нагрузке. В то время как одна бригада трудится над пролетом моста, другие собирают конструкцию лестницы. И хотя изготовитель дает гарантию в 25 лет на эксплуатацию конструкции, очень важно соблюдать все правила во время сборки для долговечности пешеходного моста. На данный момент мы занимаемся монтажом ступени для лестницы, которая ведет к мосту непосредственно. С помощью манипулятора мы подняли на опору ступени. Вот. Сейчас мы их будем крепить с помощью специальных усиленных болтов, оцинкованных. Чуть позже здесь по бокам поставят специальные боковые стойки, а над лестницами появятся навесы для защиты от непогоды. Внутри также установят перила для удобства передвижения пешеходов. На данном этапе большая часть работ уже завершена. Основные несущие конструкции собраны. Осталось только собрать вспомогательные элементы, такие как лестница, ограждение и кровлю моста. И в скором времени жители близлежащих многоэтажек смогут безопасно для себя переходить здесь дорогу. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Археологическим центром имени Евгения Крупнова на протяжении последних 2 лет в Ингушетии ведется работа по определению возраста архитектурных объектов дендрохронологическим и радиоуглеродным методами. Они позволяют наиболее точно определить возраст башен с помощью древесины. Некоторые результаты уже получены. Залина Магушкова расскажет подробнее. Просверливается отверстие в деревянном элементе конструкции. При этом керн остается в этом буре. Вот сейчас я извлекаю, и можно посмотреть. За последние несколько лет для исследования взято больше 150 образцов древесины из 40 исторических построек. Это склепы, храмы, святилища, боевые и полубоевые башни. Работу по комплексному исследованию архитектурных памятников в Горной Ингушетии археологи региона проводят вместе со специалистами Института географии РАН. Так исследователям удалось выяснить, какие породы деревьев встречаются в конструкциях башен. В основном все деревянные элементы были представлены дубом, и один элемент конструкции был из тиса. И даже, возможно, это имеет какое-то сакральное значение. Вот. А в храме Тхаберды все деревянные элементы, которые были представлены потолочными перекрытиями, насколько я понимаю, они были сделаны из хвойных пород и сосны. Более точные датировки ингушских башен определяются с помощью дендрохронологического и радиоуглеродного методов, ведь при строительстве башен использовали деревянные элементы. Исследования позволяют узнать, когда было спилено дерево для каждой конкретной постройки. Таким образом, можно даже определить климатические особенности. Какая погода стояла в эти годы, какой был климат, жаркий, сухой, дождливый. Или же, может быть, продолжительность лета была намного дольше, чем обычно, да, в 3 летних месяца. Научная работа проводилась за счет спонсорских средств и благодаря президентскому гранту, полученному археологом Умалатом Гадиевым. Сотрудники археологического центра имени Крупнова и дальше намерены продолжать работу по установлению возраста памятников архитектуры Горной Ингушетии. На сегодняшний день ученые уже получили результаты по нескольким объектам. Результаты датировки святилища Тушоли, поселения Кук, дата которой заключается в хронологическом отрезке 1437 по 1480 годы. Вот в этих пределах построен этот объект, что существенно, потому что до сегодняшнего времени этот объект датировался более поздним периодом, вплоть до 17 века. Поэтому эти исследования показали, что
этот культовый объект намного древнее, чем мы себе представляли. Результаты радиоуглеродных исследований полубоевой башни Хамхи показал интервал датировки между 1649 и 1681 годами. Всего было отобрано 23 образца из сосновой балки-перемычки входного проема башни. Датировка одного из объектов архитектурного комплекса Игикал показала период между 15 и 17 веками. Ученых удивили результаты исследований и храма Албиерды. Сенсационным для нашей науки, и не только науки Республики Ингушетия, но и в целом по стране, потому что его результат 668 по 974 год делает эту постройку, может быть, даже древнее, чем Тха-Байырды. И таким образом Албиерды может стать в ряд один из древнейших построек на территории нашей страны. Дополнительные образцы планируется взять в башенном комплексе Таргим. Также есть планы охватить исторические памятники в Сунжанском районе. Уже проведен предварительный мониторинг, который подтвердил наличие материала для проведения радиоуглеродного датирования. Залина Могушкова, Магомед Урусханов, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Национальном.